Последние несколько лет Кыргызстан стабильно идет по пути развития. В стране улучшаются буквально все сектора. Экономика бьет новые рекорды, а бюджет наконец-то переходит к профициту. Строятся новые аэропорты, закупается специальная техника для всех министерств и ведомств. Для граждан повышаются заработные платы, социальные выплаты и многое другое. Все это благодаря проводимым реформам в Кыргызстане, в том числе и переходу на президентскую форму управления, благодаря чему все решения принимаются своевременно, а самое главное, быстро, в отличие от того, что было до 2021 года. До мая 2021 года в Кыргызстане существовала президентско-парламентская форма правления. По словам экспертов, этот тип правления оказался для нашей страны неудачным, вызывающим и хаотичным. Депутаты Джугурку Кенеша, занятые распределением должностей в правительстве, избегали ответственности за решение насущных вопросов, а чаще всего вовсе стояли в стороне, как будто были не в курсе дел. Парламентская форма правления привела к недовольствам среди народа. В целом, данная модель правления показала, что партии, пришедшие к власти, просто в большей степени были заняты делением портфелей. Помимо этого, Бишенбек Абдразаков рассказал, что парламентская форма правления была удобной для депутатов и для тогдашнего президента. Ведь глава государства, по сути, тоже не нес никакой ответственности. Не было определенно ответственного лица. Президент перекладывал ответственность на парламент, депутаты, в свою очередь, на кабинет министров, а последние страдали больше всех. Поэтому у нас была частая смена членов правительства, чуть ли не каждые полгода. Это был хороший ход. После отставки народ успокаивался. Тем временем партии вновь боролись за место премьер-министра. После выборов президента в апреле 2021 года прошел народный референдум, где граждане поддержали переход к президентской форме правления. Спустя год глава государства на первом Курултае пояснил, зачем стране нужна новая модель правления. Проблемы не решались. Были три ветви, которые друг другу перенаправляли вопросы, и никто не брал на себя ответственность. Сейчас у президента и кабинета министров один аппарат, решения принимаются в оперативном порядке. За счет этого и строятся школы, дороги, укрепляется армия. Кыргызстан уже 4 года провел под президентской формой правления. Уже сейчас наблюдаются положительные сдвиги во всех сферах жизнедеятельности страны, отмечают политологи. На 4-м году, так сказать, работы этой системы есть свои определенные позитивные процессы, моменты. Это оперативность принятия решений, это эффективная борьба с коррупционными проявлениями, это решение каких-то экономических вопросов в оперативном порядке. Вот это все мы видим. Страна перешла на новую модель. Президентская форма правления показала, что теперь глава государства сам ответственен за многие решения. Именно это, как говорят политологи, стало основным рычагом динамичного развития во всех секторах. Благодаря переходу к президентской форме правления в стране были решены вопросы, которые затянулись на долгие 30 лет. Человек, который отрицает это, скорее всего, слеп. Я не знаю, как будет дальше, но на данной стадии именно данная форма правления показывает реальные результаты. Программа реформ команды президента направлена на улучшение условий жизни населения. Заработная плата, социальные выплаты растут, и эти цели достигаются. Малика Ипов, Меримбек Чусубегулу, ЛТР Бишкек.